Свою инспекционную поездку делегация начинает со строящегося детского сада. Это первое дошкольное учреждение в истории сельского поселения Вежари. Объект рассчитан на 120 мест. Его возводят в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Рабочие уже приступили к внутренним работам. В двухэтажном здании с цокольным этажом будут созданы все самые современные условия для детей. Проверяет объект Минсельхоз-Ингушетии совместно с членом партии «Единая Россия» Муслимом Татриевым. Делегация поинтересовалась сроками сдачи дошкольного учреждения. Строить детский сад начинали в июне прошлого года. Срок сдачи 30 июня это процентов 80 болхабядан, основной обделочным болхуже. Разводка жергианитха сетей, разводка сетей янитха внутренней, а наружные сети житха хаиш. Это не первый проект, который появился в селении Вежари по линии федеральной программы Минсельхоза. Так, в этом году открылась полностью отреконструированная местная школа, единственная в селе. Она была признана аварийной. Правда, сейчас, после поручения главы Ингушетии, здесь обновилось практически все. От прежнего здания остались разве что несущие стены, но даже их укрепили. Заменили крышу, окна, двери и завезли оборудование. Проезд все работает, рабочий в состоянии полностью, все компьютер там тут, проектор работает. Также появился свой швейный класс, в котором дети отшивают себе форму. Новая столовая, актовый зал, светлые просторные коридоры. Школа рассчитана на 240 мест. Она открыта в 1995 году. В обновленную Альма-Матер ребята перешли после новогодних праздников. Сейчас в учебном заведении обучаются около 150 детей. Самое главное, да, безопасность детей сегодня обеспечена. Это для нас самое главное. Школа полностью оснащена оборудованием, мебелью, завезено все необходимое, за что мы выражаем огромную благодарность нашему главе Махмуду Али Макшариповичу Калиматову. Дал сатулта, он юрту бахкашба, ловцы Аллаху, квачбовцун. Настолько, да, мы сегодня благодарны этому человеку. Вот колоссальные изменения, которые происходят в нашем селе, это просто сказочные изменения. Дорога, посмотрите, здесь вот площадка, спортплощадка, ДК, ФАП построили, детсад. Ну это просто чудо. Для нас это действительно чудо. Для села, которое находится на периферии. Это было забытое, всеми забытое село. Даже о существовании этого села многие даже и не знали. Осмотрела делегация и новый фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, в котором созданы все самые современные условия. И увиденным остались довольны. Строительство вот этого ФАП, который завершено, издан. Строительство многофункциональной спортивной площадки, который тоже уже построен, издан. И у нас один объект переходящий, это детский садик на 120 мест, который будет по графику должен быть сдан в июне месяце. Но мы надеемся, что мы с опережением графиков и этот объект сдадим. Дом культуры – это новые рабочие места, людям есть чем заняться. Я думаю, что даже те, которые изъявили желание уехать отсюда, будут потихоньку возвращаться, потому что в любом случае уже людям будет чем заняться. Я думаю, и по настроению местных жителей мы пообщались. Вот настроение очень у них хорошее, доброе, и люди довольны тем переменам, которые произошли буквально в 2020, в этом году. Вежари – небольшое село, в котором проживают более 1000 человек. Из-за отсутствия дороги и должной инфраструктуры жители отдаленного сельского поселения Малгобекского района считались отрезанными от цивилизации, пока в прошлом году не начались масштабные преображения. Маленькое село можно сравнить с островком. Здесь всего 5 улиц и 160 дворов. Пару лет назад жители о таких изменениях только мечтали. За счет внебюджетных средств провели в Вежари и водоснабжение. А новая дорога, проложенная по поручению Махмуда Али Калиматова, стала локомотивом развития села. Зелимхан Калуев, Магомед Белакиев, Новости 24.